Здравствуйте, уважаемые кыргызстанцы. Это рубрика «5 актуальных вопросов в социальных сетях государственной ипотечной компании». Сегодня на ваши вопросы ответит заместитель председателя правления ГИК Нурадил Баясов. Нурадил Мурибекович, мы отобрали 5 актуальных и часто задаваемых вопросов от граждан. Просим на них ответить более подробно. И первый вопрос. Многих интересует более подробная информация о первоочередном списке и будет ли еще составлен список приоритетных граждан. Уважаемые наши подписчики, уважаемые зрители, у нас очень много в последнее время возникает вопросов относительно списка первоочередников, как этот список формировался, какие законодательные основы для этого есть, какие внутренние документы имеются, которые подтверждают статус этого первоочередного списка. И мы хотели бы подчеркнуть, что и в обществе со стороны наших клиентов, людей возникают вопросы, почему этот список вообще существует. Важно отметить, что в рамках программы «Менин у нас изначально со стороны государственной ипотечной компании ипотека выдавалась только по двум категориям, только по двум направлениям. Первое направление – это доступная ипотека, где 8% на 25 лет выдается. Второе направление – это льготная ипотека, 4% на 25 лет. В двух случаях у нас сегодня отсутствует первоначальный взнос. Слой населения – это люди с ЛОВЗ, это опекуны ЛОВЗ, это молодые специалисты, которые сегодня осуществляют свою деятельность в отдаленных горных районах. Это наши пограничники, которые осуществляют свою деятельность, связанную с рисками здоровья. Также у нас есть семьи, где имеются определенные именно проблемы, вопросы с родителями, то есть мать-одиночка, это многодетные семьи. И для этой категории у нас отдельной программы или отдельной категории ипотеки не существовало. И начиная с 2022 года, после принятия решения Кабинета министров Кыргызской Республики, это постановление номер 217, в программу «Менин» были внесены корректировки, которые как раз охватывают вот эту всю группу, которую я уже перечислил. Данный список формировался с 2022 года по март 2023 года. Здесь важно отметить, что был проведен анализ. В рамках анализа был выявлен фактор того, что очень много граждан со своими проблемами, это особый слой населения, еще раз подчеркиваю, это ЛОВЗ и те категории людей, о которых мы говорим, список он начал возрастать. И в 2023 году было принято решение о создании новой программы, новой категории, которая в последующем сегодня называется социальная ипотека. Важно подчеркнуть, что те категории, которые были у нас в списке первоочередных людей, они как раз таки все вошли в критерии отбора для социальной ипотеки. 14 марта у нас 2023 года вступает в силу постановление Кабинета министров Кыргызской Республики. 15 марта по итогам вступления в силу список первоочередников уже закрывается. Соответственно, список сегодня составляет 550 человек. И вся эта группа у нас сидит как обязательство. Поэтому с учетом принятых внутренних нормативно-правовых актов, с учетом реализации и исполнения постановления Кабинета министров, мы в этом году начали выдавать для первоочередников квартиры в наших строящихся домах. И на сегодняшний день из 550 человек уже 227 человек получили. Мы своевременно, качественно считаем, что исполнили свои обязательства. Оставшиеся люди, они разделены по регионам нашей страны. Соответственно, как в регионах будут реализованы проекты, как будут достроены наши комплексы, дома, мы также по
принципу, то, что здесь по городу Бишкек выдавали для списка первоочередников, также и по регионам мы такую же выдачу по таким же принципам будем осуществлять. Конечно, в регионах это количество очень маленькое, где-то 20-30 человек на каждый регион будет приходиться. И в последующем важно подчеркнуть, что подобных списков первоочередников или бумажных иных списков не предусматривается. И в рамках деятельности госипотечной компании больше такой возможности не будет. Когда будет обновлен список граждан на нашем официальном сайте? Многие наши граждане и клиенты сегодня спрашивают, когда будет обновлен список на нашем портале. Мы хотели бы отметить, что в последние дни после реализации наших проектов, после ввода в эксплуатацию 2 объектов, это по улице Скрябина и по улице Маликова, у нас есть большой поток желающих получить ипотеку. Соответственно, у нас растет нагрузка на портал, идут большое количество регистраций со стороны населения. И сегодня мы ожидаем, что к следующему понедельнику, то есть в ближайшие 4 дня, полностью обновить список на портале. И с понедельника у нас список будет обновленный и доступным для каждого нашего гражданина. Каким образом в дальнейшем будут распределяться ипотечные квартиры? В рамках деятельности госипотечной компании мы осуществляем работу по 4 основным направлениям. Это продукты как льготная ипотека, доступная ипотека, социальная ипотека. По льготной и социальной ипотеке у нас 4% годовых на 25 лет. По доступной ипотеке 8% на 25 лет. И по всем этим 3 продуктам у нас отсутствует первоначальный взнос. У нас есть особый продукт, предназначенный для людей, которые находятся вне территории Крымской республики. Это наши мигранты. И, соответственно, люди, которые осуществляют свою деятельность не бюджетных организаций, которые не являются государственными служащими или муниципальными служащими, для них как раз-таки также создана программа как аренда с последующим выкупом. Это представляет собой долевое участие человека в нашей программе. Здесь есть ряд условий, критериев. К примеру, процентная ставка здесь составляет 8%, сроком на 15 лет, при обязательном платеже первые 50%. То есть это взнос обязательный, и в рамках долевого участия человек также по нашим критериям не должен иметь имущество, у него также не должно быть сделок последние 3 года. И только тогда человек сможет принять участие в нашей программе. Здесь важно подчеркнуть, что для устойчивой работы госипотечной компании, для устойчивого развития нам, конечно, требуются дополнительные средства, за исключением тех бюджетных средств, которые мы сегодня получаем от государства, за исключением тех средств, которые мы получаем от международных организаций, финансовых институтов и институтов развития в виде инвестиций. Мы также сегодня должны привлекать средства от частного сектора в виде долевого участия. Это все помогает реализации нашей общей программы. Сегодня по этой программе по каждому объекту у нас устанавливается процентное соотношение. Где-то 30% это для долевого участия, 70% для очередников. Где-то это процентное соотношение доходит до 50%. Поэтому в этом направлении мы в дальнейшем также будем осуществлять свою работу для того, чтобы вся наша работа она была устойчивой, прозрачной и эффективной. Граждане, оформляющие жилье по долевой ипотеке, сразу получат квартиру после оплаты 50% от общей стоимости. Даже при оплате 50% мы каждому нашему клиенту говорим о том, что сразу же выдать квартиру невозможно. Почему? Потому что у нас идет работа по строительству,
И клиент, который вносит первоначальный взнос, он также приходит к нам в офис или через наш портал, смотрит все объекты, которые у нас имеются, выбирает ту или иную квартиру и по площади, что его наиболее интересно. И после того, как он отправляет заявку, мы рассматриваем, доступна ли здесь, в этом объекте, квартира для того, чтобы он мог по программе долгосрочной аренды получить. И важно подчеркнуть, что, к примеру, на 2024 год или на первый квартал, на первое полугодие 2025 года у нас только в тех строящихся объектах, которые завершатся в 2026-2027 годах, имеются квартиры для получения по программе долгосрочной аренды. И последний вопрос. Несколько раз поступали комментарии о том, что наши сотрудники за какую-то энную сумму денег предлагают передвинуть очередь. Возможно ли это? Реально ли это? Что касается информации, которая сегодня проходит среди населения, среди клиентов, где говорится, что за определенную плату сотрудники госипотечной компании могут оказать содействие, в частности, в продвижении в очередях, в нахождении наиболее лучших вариантов. Такое невозможно. У нас работает портал, у нас работает электронная система, где вход-выход в полной мере отслеживается. Мы знаем, когда клиент входил, мы знаем его время регистрации до секунды, мы можем определить, во сколько, как он был зарегистрирован. Поэтому здесь